Здравствуйте. В самом начале нашей передачи я, наверное, несколько слов скажу относительно того, по какой причине мы отсутствовали несколько дней в эфире. Дело в том, что мы работаем в сетке ТВЦ, телеканала ТВЦ, а тот достаточно часто меняет эту самую сетку и не всегда в ней находится, увы, место для якутских передач. Но вот на этой неделе вроде бы как вопрос урегулировался, мы будем выходить регулярно в 20 часов 40 минут вечера, это первый выход в эфир, а повтор на утро в 8 часов утра. Ну а теперь то, что касается основной темы сегодняшнего выпуска. Уже в ближайшее время наш город, городской округ, именно так именуется официально наш город, получит свой устав. Однако уже скоро, по крайней мере так показала последняя сессия окружного совета депутатов, в нем возможно появятся какие-то изменения, дополнения. И одно из них это введение поста сити-менеджера так называемого. Подробности сразу после рассказа на Здравствуйте! В республике будет разработана программа поэтапного перевода коммунального хозяйства на полную окупаемость. Такое поручение президент республики дал в субботу участникам совещания по реформированию и развитию жилищно-коммунального хозяйства до 2011 года. Самоокупаемость ЖКХ, по мнению главы республики, должна вывести отрасль из состояния финансовой убыточности. Тема окупаемости, кстати, на этом совещании возникла ведь совершенно не случайно. Программа, которую ты упомянул, довольно дорогостоящее такое мероприятие, 17 миллиардов рублей потребуется на ее реализацию. Но в то же время правительство отдает себе отчет в негативном отношении населения к реформе ЖКХ, и поэтому не намерено сводить всю региональную программу к повышению тарифов. В программе будут указываться такие направления отрасли, как обновление, модернизация и техническое перевооружение основных фондов, коммунальных предприятий, а также водоотведение, водоснабжение населенных пунктов и внедрение новых технологий энергоресурсосбережения. В общем-то, конечно, хочется верить, что именно так оно и будет, и все эти направления будут реализованы. Хотя, в общем-то, традиционные меры, которыми правительство и прежние годы пыталось решить эти проблемы, в общем-то, они не дали ощутимых для населения результатов, к сожалению. Увы. Но это в том смысле, что рост тарифов заметен гораздо сильнее. И в продолжение темы экономики. Завтра Минимущество Якутии прекращает прием заявок на участие уже в третьем по счету аукционе по продаже контрольного пакета акций Саха-Телеком. По неофициальной информации заявку подала только одна компания Норильск-Телеком. Еще две компании Комстар и Дальсвязь, возможно, также примут участие в торгах. Сами торги запланированы на 7 декабря. Кстати, не лишним будет напомнить, что ведь предыдущий, второй по счету аукцион не состоялся по банальной причине, не было вообще ни одной заявки подано для участия в нем. Вот и получается, что права народная мудрость, Бог любит троицу. Насколько она права, покажет завтрашний день, когда закроется прием, список вот этих участников аукциона. Ведь в нем, для того, чтобы он состоялся, должно принимать участие не меньше двух компаний. Тем временем депутат Госсобрания Республики Александр Гаврилев в конце прошлой недели направил запрос на имя министра имущественных отношений Галины Макаровой. Суть этого запроса сводится к тому, сколько на самом деле акций Саха-Телекома правительство намеревается продать. Дело в том, что когда Госсобрание в 2002, а затем в 2004 году рассматривало этот вопрос о приватизации Саха-Телекома, то речь шла о 51 контрольном пакете акций этого акционерного общества на тот момент, на 2004 год. Однако в 2005 году была осуществлена дополнительная эмиссия акций Саха-Телекома на 100 миллионов рублей. Так вот, этот новый пакет уже, так сказать, никак не учитывался и не санкционировался, продажа его не санкционировалась депутатами. В том случае, если правительство хочет продать 51% акций уже с учетом вот этих 100 миллионов новых, то, соответственно, наверное, это будет не очень корректно, не очень законное решение, намерение, и депутаты, скорее всего, его оспорят. Действительно, интриги вокруг этого аукциона хоть отбавляй. Однако давайте обратимся к новостям столицы. Главный архитектор Алексеев сегодня на городской планерке сообщил, что по итогам 2006 года в нашем городе будет построено 1070 квартир, а всего в течение года велось строительство 1600 квартир. Кроме того, главный архитектор сказал, что найден выход из тупика со строительством новых киосков-остановок. 12 торговых предприятий отказались покупать такие остановки из-за их высокой стоимости. Однако предприятие-поставщик пошло на компромисс. Оно снизит стоимость в обмен на право эксплуатации старых киосков-остановок в пригородах.
Ну а теперь давайте обратимся к основной теме сегодняшней передачи. Уже в ближайшее время городской округ Якутск, а именно так официально именуется, суховато, конечно, но тем не менее это закон, именно так именуется наш город, обзаведется собственным уставом. Однако, как показала это буквально вот последняя сессия окружного совета депутатов, устав этот совершенно не догма, и уже в ближайшее время в нем могут появиться изменения, дополнения, и одно из них касается введения поста так называемого сити-менеджера. Такой пост функционирует уже, так сказать, в городе Казани. И не так давно группа депутатов во главе со спикером Александром Савиновым побывала в этом городе, чтобы познакомиться на практике, как же этот самый сити-менеджер работает. В составе группы депутатов был и депутат Виктор Федоров. В общем-то, денежки отделены от власти, от того, о чем говорит Путин. Деньги находятся находятся у сити-менеджера, власть находится у главы муниципального образования. Глава муниципального образования дает поручение сити-менеджеру, дает средства, четко их контролирует и работает в этой связке. Вот это я увидел самое главное. И самый главный вывод, который я сделал для себя от посещения Казани: без взаимодействия с республикой нам не удастся решить никаких задач. Я, честно говоря, думал, что как такого главы муниципального образования в этом случае не будет. Нет, То есть глава. Он есть все равно глава. будет избираться. Да, он прописан в 131 законе. А как они будут делить между собой власть? То есть, А власть они не делят, они очень просто. Глава есть глава, он самый главный, как говорится, в городе. А сити-менеджер самый главный по хозяйственной части. Вот у них как получилось. Сити-менеджер не руководит городом, глава муниципального округа в любом случае есть. И он совмещает должности глава муниципального округа и председатель окружного совета. Но председатель окружного совета становится большой политической фигурой, занимается политикой, крупными вопросами, а хозяйственными вопросами сити-менеджер. Логично. То есть тогда глава вообще будет чисто политикой заниматься? Ну почему политика? У него работа и так была. На самом деле в Казани он занимается конкретными вопросами, дает конкретные поручения, не влазит в такие вот мелкие вопросы, скажем так. А с другой стороны, глава муниципального образования может влиять на сити-менеджера, если он работает плохо, и отозвать его кандидатуру. Метод такой известен, да, взаимная ответственность. Вы бы хотели бы стать сити-менеджером? Нет. Почему? Не нравится мне. Как-то, мне кажется, больше подошел Максим Макарович Трофимов. И молодой, и больше с финансами. Ну, работа сити-менеджера больше с финансами. А в чем будет разница, скажем, вот Трофимов сейчас заместитель как раз по коммунальным вопросам, в том числе, например, ну, по хозяйству городскому? Ну, потому что нету реальной власти, вы же понимаете, у него все рычаги забраны. Он сидит как разоруженный пехотинец в пустой траншее на сегодняшний день. Так? Мне понравился в Казани сити-менеджер. Молодой человек, 74-го года рождения, владелец там пароходов, как там в стихах, да? Ну, во всяком случае, владелец акций. У него на прошлый год доходы по дивидендам были, только в кулуарах нам сказали, $2 миллиона. Наклад у него 30 тысяч рублей. Работает человек. Даже у него дома нет, квартиры нет, живет в гостинице за свой счет. Гостиница там стоит только 6 тысяч. Он не местный? Он татарин, он работал в Казани предпринимателем. У него большая собственность, там заводом владеет. После этого пригласили в Росимущество, работал в Москве года 3. И оттуда уже его пригласили работать сюда как управленец. А какая разница? С Москвы, с Америки сити-менеджер. Или же был специалист хороший. Почему мы смотрим якутских-то специалистов? Может, там действительно в Москве посмотреть. Насколько далека перспектива того, что сити-менеджер может появиться у нас? Ну, я считаю, что по срокам где-то мы к осени 2007 года сможем выйти, во всяком случае, в документах городского собрания на это. Потому что мы привезли материалы достаточно много, устав, положение, регламент, которые сейчас депутатам раздаются, и будем проводить круглые столы, слушания. И думаю, если эта схема, я уже по настроению депутатов чувствую, что возможно это. Почему? Потому что порученческий путь позапрошлой сессии был мне, и там 11 депутатов подтвердили, да, эту работу надо продолжать. И если она будет разумна, если она стыкуется с республикой, то, я думаю, депутаты поддержат ее, и нужно будет 17 голосов, чтобы внести поправки в устав. По правде сказать, ничего нового я вот в этой схеме организации городской власти не увидел. Наверное, вы тоже со мной согласитесь, если я проведу такую историческую параллель. 15 лет назад по всей стране была разрушена схема управления городами, во главе которой стоял
первый секретарь горкома КПСС, сейчас вот он у нас именуется глава муниципального образования. На втором уровне был председатель горосполкома, это вот тот самый сити-менеджер, который сейчас предлагается ввести в Якутске. Ну и, наконец, был третий еще уровень, или ветвь власти, как хотите назовите, это депутаты, что тогда, что сейчас они существуют. И, честно говоря, я никакого особой гарантии, что ли, разделения власти и денег в данном случае не вижу. Насколько я помню, и в советское времена были злоупотребления. Человек, который распоряжался деньгами, очень часто был склонен к тому, чтобы распорядиться ими не совсем так, как это полагается по закону и по решению тех же самых депутатов. Ну, впрочем, время, так сказать, покажет, насколько оправданы эти опасения. Хотя я думаю, что это будет одна из тем, которые вот предполагается обсуждать во время общественных слушаний по введению, по изменению, вернее сказать, устава столицы нашей республики. На сегодня все. Ну а завтра мы